То есть изначально все было так и задумано, власти на самом деле специально так делали с народом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете достаточно интересную и противоречивую ситуацию. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Власти Таджикистана должны уважать свободу слова и доступ к информации, включая доступ к интернету и право на мирный протест. В Горно-Бадахшанской автономной области Гбао вновь восстановлен доступ в интернет. Доступ в интернет в этом горном регионе был заблокирован 17 мая после того, как жители Рушана перекрыли дорогу военной колонне, двигавшейся в сторону Хорога, и с началом антитеррористической операции. Новость о том, что доступ в интернет восстановлен, подтвердили жители Хорога и Рушана. По их словам, интернет неожиданно появился вечером 25 июня. Интернета у нас не было больше месяца. Люди, привыкшие к интернету, без него как без рук, ведь мы поддерживаем общение с нашими родными, находящимися в трудовой миграции по мессенджеру, сказал житель Хорога на условиях анонимности. Как вы относитесь к такой ситуации, что как только власти убрали всех им неугодным, интернет восстановили и, по сути, район открывается? Как вы думаете, это все было изначально спланировано? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Напомним ситуацию. 16 мая жители Хорога вышли на акции протеста. Утром 18 мая власти Таджикистана объявили о начале антитеррористической операции в Рушанском районе Гбао, где, как сообщает МВД, произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог. По официальным данным, вооруженные преступные группы Рушана убили тогда одного офицера и ранили 13 силовиков. Очевидцы же рассказывают, что группа местной молодежи попыталась препятствовать движению боевой техники в сторону Хорога. У них не было оружия, утверждают они. По данным Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в Гбао во время и после этих событий в Хороге и Рушане 16 человек были убиты и более 200 задержаны. Независимые источники сообщают, что более 30 человек были убиты и около 300 задержаны и подвергнуты пыткам. После рушанских событий военная колонна двинулась в сторону Хорога. Жители рассказывают, что в те дни в городе было очень много военных. 22 мая при загадочных обстоятельствах был убит один из неформальных лидеров Хорога – Мамадбакир Мамадбакиров. Следом были задержаны несколько членов комиссии 44, в которую входят представители гражданского общества, созданной для расследования ноябрьских событий 2021 года. Были арестованы полковник в отставке Талиб Айомбеков, Ниесшо Гулобов, Муннавар Шанбиева, нейтрализованы Заир Раджабов, Хурсант Мазоров и еще более десятка влиятельных деятелей региона были задержаны или же убиты. Власти не предоставили никаких разъяснений по поводу отключения интернета в Гбао. Обычно в Таджикистане интернет становится недоступным на период проведения протестов и операций. Осведомленные люди отмечают, что власти прибегают к блокировке интернета, чтобы пользователи не могли слить в сеть фото и видео с места происшествия и тем самым показать правду. Интернет был заблокирован в Гбао в конце ноября прошлого года, после того, как жители Хорога в течение 4 дней протестовали после убийства Гулбидина Зиобекова, жителя Рушткалинского района. Интернет был восстановлен в марте 2022 года. Как вы относитесь к таким манипуляциям со стороны правительства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!